В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Мы продолжаем рубрику «В эти дни 25 лет назад», посвященную победному сентябрьскому наступлению в ходе Отечественной войны народа Абхазии. 19 сентября в селе Ачадара противник выбит из здания, в котором перед войной располагался отдельный полк внутренних войск Абхазии. Тем временем на заседании Объединенной комиссии в Сочи стороны пришли к решению о немедленном прекращении огня, безоговорочном разоружении и полном выводе с территории Абхазии всех подразделений вооруженных сил Грузии, о вводе в зону конфликта российских миротворческих сил и возвращении в Сухум конституционных структур власти, парламента и правительства. Утвержден план государственных мероприятий по празднованию 25-летия Дня Победы и независимости Республики Абхазия. 25 сентября в 12 часов в актовом зале Кабинета министров состоится съезд победителей. 26 сентября в 14 часов в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии откроется выставка, посвященная 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 26 сентября в 17 часов в Государственной филармонии состоится праздничный концерт ветеранов войны. 27 сентября в 15 часов в Государственной филармонии состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню освобождения Сухума. В этот же день в 20 часов на набережной Махаджиров пройдет концерт, посвященный Дню освобождения столицы. 29 сентября в 11 часов в Ачамчире откроется памятник, а в 15 часов в Доме культуры Ачамчиры состоится концерт ко Дню Победы. 30 сентября в День Победы и независимости в 9 утра начнется церемония возложения цветов к мемориалу первому президенту Республики Абхазия Владиславу Арзенбо в селе Нижняя Ишера Сухумского района, а в 10 часов к мемориалу в парке славы Сухума. В 10 часов 30 минут состоится торжественное прохождение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. В 11 утра на площади Свободы в Сухуме состоится военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и независимости. В 12:30 по площади Свободы пройдут участники акции «Бессмертный полк». В 15 часов на набережной Махаджиров у колоннады начнется праздничный концерт, организованный администрацией города Сухум. А в 20 часов на стадионе «Динамо» в Сухуме начнется праздничный концерт, посвященный 25-летию Дня Победы и независимости. В 21:30 состоится праздничный салют. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 у берегов Сирийской Арабской Республики. В этот трудный час мы вместе с российским народом, родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату, говорится в частности в соболезновании. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Валерия Бганба с назначением на пост премьер-министра Республики Абхазия. Россию и Абхазию связывают добрососедские, дружественные и союзнические отношения. Уверен, что наращивание взаимодействия по правительственной линии, расширение торгово-инвестиционных, научно-технических и гуманитарных связей, продвижение крупных совместных проектов отвечают долгосрочным интересам обеих наших стран, отметил в частности Дмитрий Медведев в своем поздравлении. Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба первым вице-премьером Республики Абхазия назначен Даур Аршба, вице-премьером Астамур Кецба, вице-премьером министром финансов Республики Абхазия Джансух Нанба, руководителем аппарата Кабинета министров вновь назначен Давид Сангулия. Сегодня же президент Рауль Хаджимба подписал указ о министрах и председателях государственных комитетов Республики Абхазия. Все министры и председатели госкомитетов прежнего состава правительства утверждены в своих должностях. Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с членами Союза художников Абхазии. На встрече обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране, а также итоги официального визита президента в Сирийскую Арабскую Республику. Художники Абхазии также ставили вопрос о необходимости государственной поддержки. Предлагалось издать каталог работ абхазских художников. Кроме того, поднимался вопрос поэтапного восстановления здания Национальной картинной галереи.
Судьи Конституционного суда Абхазии прибыли в Республику Северная Осетия и Алания. В рамках визита абхазские судьи планируют обменяться опытом с осетинскими коллегами. Об этом сообщает ГТРК «Алания». Это первый такой визит, и уже на первой встрече была рассмотрена возможность собрать представителей северокавказских республик, Южной Осетии и Абхазии, чтобы обсудить проблемы конституционного правосудия и попытаться найти что-то новое. Зная о том, что в Республике Северная Осетия самая большая нагрузка в области конституционного судопроизводства, мы с этой целью пришли познакомиться с работой, с регламентом, все другими документами, которые касаются нас. Конституционное правосудие в любом государстве – это один из признаков правового характера этого государства. И мы постараемся помочь, чем можем, и, конечно, попытаемся перенять тот опыт, который есть. Международная научная конференция «Кавказ в исторических процессах 20-21 веков», посвященная 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и десятилетию международного признания Абхазии, сегодня в первой половине дня продолжила свою работу. Какие секции работали на второй день конференции и что обсуждали ученые, расскажет Сария Смар. Культура Кавказа в условиях глобальных перемен. Язык, этнография, фольклор, литература. Так называлась одна из секций, в которой работали не только абхазские ученые, но и научные сотрудники институтов Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и других стран. Ученые обсудили историю развития народов Кавказа, рассказали о происхождении многих языков, об их схожести между собой. Доктор филологических наук, профессор Северо-Осетинского университета имени Хитагурова Лариса Гацалова уже принимала участие в научной конференции, проводимой в Абхазии. По ее словам, подобные форумы дают возможность ученым обмениваться опытом, узнавать много нового, в том числе об истории Абхазии, ее культуре и традициях. Очень интересная дискуссия разгорелась по поводу реальных контактов абхазо-осетинских. У нас есть лексические схождения, у нас есть культурные схождения, у нас общее мировоззрение. Это, видимо, не случайно. Все отражается и в наших современных политических событиях, потому что очень много общего в культуре, в языке, в фольклоре. По словам научного руководителя секции, доктора филологических наук Лили Хагба, после завершения конференции весь собранный материал будет обработан и, возможно, издан. В секции под названием «Кавказ и Абхазия в новое и новейшее время» обсуждались, в частности, проблемы развития государств, вопросы истории, экономики, демографии. Кандидат исторических наук Астан Дахашба изучает проблему демографии в Абхазии вот уже более 10 лет. По ее мнению, особое внимание необходимо уделить вопросам миграции населения из сельской местности в город. Демография у нас в Абхазии, конечно, желательно было бы, чтобы она была бы лучше, потому что численность населения у нас увеличилась, начиная с 2003 года по 2011 год, не намного. Население в Абхазии, именно городского населения, а именно города Сухум, между двумя переписями увеличилось благодаря внутренней миграции, которая происходит по сей день в Абхазии из села в город. Потому что молодые семьи, именно когда уже дети достигли школьного возраста, они сюда, в город, в городскую местность переселяются. В третьей секции обсуждались события Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Его участники зачитали доклады, посвященные грузино-абхазской войне. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела источниковедения БИГИ Владимир Авицба рассказал о том, какую помощь оказывали абхазы, проживающие в Турции, своей исторической родине, во время войны. По словам Владимира Авицба, на эту тему накопилось большое количество материала. Турецкие наши соотечественники, как свою собственную, она и их собственная родина, восприняли эту войну, собирали на помощь фронту кто что мог. Деньгами, орехом, мандаринами, апельсинами. А был такой случай, собирали также деньги, один такой пожилой, хилый старик залез к себе на грудный карман пиджака и завернутый в замасленную тряпку деньги вытащил и сказал: эти деньги я хранил для того, он безродный, для того, чтобы, когда я умру,
Мои соседи купили саван и завернули меня. Но я вижу, сегодня эти деньги больше нужны Абхазии. Положите, пожалуйста, эти деньги в общую копилку. В Международном научном форуме, посвященном 25-летию Победы и 10-летию признания независимости Абхазии, приняли участие многочисленные гости из России, Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Белоруссии. В течение 2 дней было зачитано более 70 научных докладов. Конференция была организована Абхазским институтом гуманитарных исследований и Академией наук Абхазии. Сария Смыр, Артур Каландия. Абхазское телевидение. Сегодня же в Абхазском государственном институте гуманитарных исследований подвели итоги международной конференции. Участники форума приняли резолюцию, в которой было отражено решение об издании научного сборника со всеми докладами участников конференции. Конференция прошла очень в дружественной атмосфере. Все доклады были зачитаны, были вопросы, ответы. По итогам нашей конференции мы приняли резолюцию. Считаем нужным издать материалы конференции, а также совместные проекты с северокавказскими и российскими научными центрами в области истории, филологии, в целом по гуманитарным дисциплинам. По улице имама Шамиля в Сухуме завершились работы по укладке асфальта. Общая протяженность дороги 1500 метров. Впредь для пешеходов и автомобилистов передвигаться по улице станет не только комфортно, но и безопасно. Репортаж Алики Трапш. Более 20 лет дорога по улице имама Шамиля оставалась без капитального ремонта. Проехать по улице без вреда для авто практически было невозможно. Хуже в разы было пешеходам, ведь им часто приходилось пройти полосу препятствий из многочисленных луж, ям и грязи. Но теперь это все осталось в прошлом. Ремонт дорожного полотна протяженностью более километра наконец завершен. Ремонт дороги по улице имама Шамиля в Сухуме был начат еще в 2016 году. Но в связи с тем, что здесь обнаружили проблемы с канализационной системой, работы пришлось приостановить. После того, как были заменены подземные коммуникации водоотведения, Абхазавтодор уже в марте текущего года вновь приступил к ремонту улицы имама Шамиля. Протяженность километра 360 метров, средняя ширина около 11,7 метров данной улицы. И как вы видите, улица получилась красивая. Мы постарались вместиться в сметный лимит и выполнили работу в 2 слоя. Глубокие ямы, постоянно текущие канализационные трубы, грязь и пыль – все это уже позади. Теперь дорожное полотно по улице имама Шамиля соответствует всем нормам. Осталось только решить проблему с тротуарами. Впредь для пешеходов и автомобилистов передвигаться по улице станет не только комфортно, но и безопасно. Там частный сектор проживает. Это 2 9-этажных дома секционных. Вы представляете, сколько нареканий в наш адрес шло от граждан, от жителей. Но благодаря и нашему руководству мы все-таки спасли эту улицу. И вот она сегодня выглядит так, как выглядит. Ремонт дороги по улице имама Шамиля в столице осуществлен за счет средств, выделенных в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Заказчиком проекта является Управление капитального строительства города Сухум, а генеральным подрядчиком выступает Абхазавтодор. Сметная стоимость работ по укладке асфальта по улице имама Шамиля составила более 19 миллионов рублей. Мы сейчас основную работу сделали, это закончили с покрытием. Мы сейчас проведем укладку съездов, их не так мало. Значит, мы также должны посмотреть наши канализационные люки, в каком водоотводные, в каком состоянии, где-то, может, повредились, где-то. Вот буквально все вот эти вот штрихи. Сейчас пока рано, так как асфальт свежий, уложенный, разметку мы чуть позже нанесем. Уже скоро госкомпания «Абхазавтодор» возобновит ремонт дороги в селе Каман. Еще в прошлом году здесь было уложено 2 километра асфальта. Осталось еще 9. Объект планируется сдать в 2019 году. Алика Трапш, Роберт Ломия, Александр Чернов, Абхазское телевидение.
Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски гражданина Луганской Народной Республики Геннадия Серова, 1958 года рождения, отдыхавшего в Гагре. С просьбой оказать содействие в поисках пропавшего к абхазским спасателям обратились коллеги из МЧС ЛНР. По словам очевидцев, Серов купался в море во время шторма, стал тонуть. Местные жители бросились его спасать. Однако, по словам очевидцев, большая волна накрыла всех. Поиски ведутся в акватории Гагры под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициня с привлечением подразделений ГИМС и авиации МЧС Абхазии. В Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзенба состоялся премьерный показ документального фильма Дмитрия Статейнова «Юра, Яков и Па. Трилогия». Фильм посвящен всем погибшим в Отечественной войне народу Абхазии. На показе побывали и наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. Документальный фильм «Юра, Яков и Па. Трилогия» посвящен погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Хронометраж – 30 минут. Фильм поделен на 3 части – «Война», «Дельтаплан» и «Мечта». По словам режиссера, основной акцент им сделана история основателя единственного клуба дельтапланеристов в Абхазии, погибшего в 1993 году Юрия Торгашова. После войны клуб так и не начал функционировать, да и специалистов, которые смогли бы возобновить его работу, нет. В первой части мы рассказываем, соответственно, показываем, какая война была, да, то есть во второй части идет рассказ о дельтапланах, о том, что благодаря сухумским дельтапланеристам в начале войны, когда не было, в общем-то, абхазская армия была разоружена, была возможность у абхазской стороны не только проверять локации грузинские, да, сверху, но и наносить удары с воздуха, то есть. И уже в третьей части идет подробная история о трагедии семьи, которую коснулась война. По словам автора картины Дмитрия Статейнова, вначале он планировал написать статью о Юрии Торгашове, но потом появилась возможность снять о нем фильм. Работа над картиной началась еще в марте. Когда Дмитрий написал сценарий, переработал весь архив и записал респондентов, по его признанию он понял, что все нужно переделывать. Он удалил первоначальный сценарий и начал работу заново. Работа была очень такая сложная, кропотливая, потому что нужно было не только снимать и монтировать, как говорится, но еще и архивы правильные подбирать, потому что там изначально была одна идея, но в итоге там уткнулись в стену, и оказалось, что там некоторые факты не совпадали. То есть это очень важно, потому что как бы кино, оно документальное и должно вот именно соответствовать действительности. Фильм «Юра, Яков и Па. Трилогия» был показан в августе на 8-м ежегодном международном кинофестивале под открытым небом «Точка в бесконечной вселенной» в Абхазии. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.